тебя твоя профессия как правильно называется? Ну, врач-уролог. Врач-уролог, Да. и все. Да. Просто у тебя в профиле написано врач-уролог и врач-онколог. Я работаю в двух уролог-онколог. отделениях. Вот у нас центр урологический, и я работаю и в отделении урологии, и в отделении онкологии. То есть веду пациентов по урологическому профилю и онкоурологическому. Так, вот сейчас с этим будем разбираться, потому что, ну, во-первых, салям алейкум, поздороваемся Салям алейкум. с нашими людьми. Сегодня у нас вообще ожидает интересный подкаст, потому что я всегда с врачами люблю говорить, потому что я считаю, что кто учится 10 и больше лет, ну, они должны что-то знать по-любому. Поэтому сегодня у нас врач-уролог, уролог-онколог. Я так понимаю, что это немножко две ветки, да? Ну, это развития. дальше специализация. То есть это да. еще круче, да? Туда еще, да, предстоит углубиться. Я понял. Вот, и сегодня, в общем, будем говорить про мочеполовую систему, про почки и все, что с этим связано, да? Ну, Мухаммед, первый такой вопрос. Да, вот ты знаешь, я когда впервые познакомился с профессией уролог, ну так, не по практике, а просто узнал, что он есть. Вот мне все время кажется, вот вопрос, Друг вот, сказал, что, да, друг сказал, что нужно, какую жизнь нужно жить, чтобы вот именно урологом стать, и то есть это же такая неочевидная профессия. Ой, это очень интересный вопрос. Неочевидная, ну, какой жизнью? Учиться в школе, там, увлекаться биологией, потом поступить в университет и хотеть заниматься хирургией. Пробовать в разных себя местах, а потом узнать, что есть урология, и влюбиться. Вот такое, если кратко. Но на самом деле это, как я потом выяснил, это просто было послание с небес, потому что это хирургия, это новые технологии, компьютерные технологии и малоинвазивность. То есть это не про большие разрезы современного. Мелкая моторика, да, вообще? Ну, не то, что мелкая моторика, а как привыкли, что хирург мясник. Большие разрезы, зарез, мясо, Но кровь. мы не привыкли. Ну, обычно так. Большие разрезы, живот, кишки. Ну, я так ходил в хирургию. Полостные операции, да? Полостные операции. А тут, благодаря вот всем современным технологиям и науке, это можно сделать операции через маленький прокол или вообще без разрезов. Избавить человека от болезни через естественные отверстия. В том числе мочеиспускательный канал. Звучит не очень привлекательно, честно. Ну, меня это возбуждает. Ну, кстати, я на тебя подписан довольно-таки давно, кстати, подписался. Не знаю. знаю почему, но все время смотрел. И первое, что мне понравилось, что ты постоянно где-то ездишь, где-то участвуешь, какие-то обучения, там какие-то спарринги у вас по научной, по врачебной теме. Да. Я так понимаю, что сейчас там, где ты работаешь, вы как бы немножко в ногу со временем, да, идете? Максимально. Ну, в Крыму максимально. Я даже, знаешь, что вот первое, что мне сразу привлекло, что вот в вашей клинике какие-то инновационные нашли способы борьбы с онкологией вот в этой теме. Это так или я неправильно что-то понял? Так, у нас разрабатываются методы новые оперативных вмешательств, разрабатываются новые техники, которые нигде не делаются. То есть в каждом центре хорошем, вот по миру, в России, везде, кто-то свои передовые разработки делает. То есть протокола нет у вас? Протоколы есть, это клинические рекомендации, это национальные рекомендации, это база. Да. Но всегда есть модификация, улучшение, разработка новых методов. И каждый что-то разрабатывает. А обычные учреждения просто следуют разработкам, которые есть. Ну, вот где-то что-то придумали во Францию, такую технику операции. Все, просто ее делают согласно тому, как придумали. Но очень много в медицине вещей, которые еще не проработаны. Ну да. То есть есть, допустим, роботические операции, может, слышали, робот-хирург. Применяется уже 30 лет там, по миру. В Америке разработали военные технологии, все, везде купили, расставили. Применяют на животе. В полостных операциях, там иногда в грудной полости, а в урологии есть операции через мочеиспускательный канал. У нас вот учителя мои, наставники подумали, а почему это не объединить? Взяли робота и инструмент, который засовывает в мочеиспускательный канал, поработали пару лет, совместили, напечатали на 3D принтере вещи, которые сопоставляют это, и разработали новую операцию роботическое дробление камней через мочеиспускательный канал. А вот это поработали пару лет, а вот эти вот пациенты, на ком пробовали, они вообще... Это сначала разработка инженеров, компьютерных специалистов, потом разработка на симуляционном центре. То есть это не с людьми, да, все это А пробуется? потом с людьми. Когда уже третий этап клинические испытания. То есть это все вот прошло свои этапы.
Ну, давай сейчас в технологии не будем пока углубляться, давай вот с базы начнем, потому что на самом деле вот урология, она очень неочевидная штука, и я так думаю, что в этом разбираются только те, кто с этим столкнулся. Вот так получается. Давай сейчас определим для наших подписчиков тему. Вот мужская и женская урология, да? Потому что вот говорят, уролог это как будто про мужчин сразу. Вот, ну, как будто у мужчин там проблемы с урологией, там что-то, простата, там какие-то вопросы. Да. Вот скажи, женская и мужская урология, принципиальные отличия, что общего есть? Вообще это заблуждение, что есть мужская и женская урология в целом просто. Урология – это специальность, которая занимается органами мочевыделительной системы, мочеполовой, там можно так сказать. Почки есть и у мужчин, и женщин. Мочеточники есть у мужчин и женщин, мочевой пузырь у мужчин и женщин. Отличается Всё только одинаково? мочеполовая, вот поэтому половая система отличается. У мужчин есть половой член, в котором мочеиспускательный канал, у женщин другой орган. Вот. И яички, соответственно, с мошонкой, простата. Вот. Некоторые органы отличаются. Есть некоторая специфика. То есть у мужчин есть подразделение в урологии андрология, которое занимается мужским здоровьем, гормонами, эректильной функцией, то есть это и половой член, и мошонка, и фертильность, и гормональные вещи. А у женщин есть в урологии подразделение, тоже специфика, урогинекология. Это вот, чаще всего возрасты и опущение органов малого таза. И вот специалист, врач-урогинеколог, это направление урологии, занимается хирургическим восстановлением вот, естественной анатомии. То есть у женщин с возрастом нарушается гормональный фон, дряхлеет соединительная ткань, и органы выпадают просто вот во влагалище и так далее. Да, да, да. Вот. И это нарушает не просто комфорт там, и визуальный и так далее. Ну, не это, эстетику просто. да, а это нарушает отток мочи, акт дефекации и так далее. То есть это реальные жизненные проблемы создает. И врач-урогинеколог делает пластические операции, реконструкцию. Стенки передние, задние, шейка матки опустилась, пролапс восстановил. То есть вот это специфика. А так почки, мочевой пузырь. Но это не по твоему профилю, или ты тоже этим занимаешься? В нашем центре этим занимаются. Ну, просто понимаешь, что смотри, вот ты, получается, делаешь операции, ну, мужчинам, да, там, ну... Мужчинам и женщинам. Мужчинам и женщинам, да? Но вот это вот, я понимаю, вот эта специфика, она уже немножко Кому-то это больше интересно из докторов, он специализирует. У нас есть урогинекологический центр, врачи-урогинекологи, они вот этим занимаются прицельно. Вот. Так, хорошо. Смотри, давай тогда начнем с того, что какие самые распространенные сейчас заболевания. Ну, знаешь так, потому что онкология все-таки как бы такая страшная штука, и все-таки ее меньше, чем каких-то рядовых там заболеваний. Вот что сейчас топ-3 самых популярных заболеваний среди мужчин, ну и женщин? Среди мужчин и женщин, если вот и ту категорию брать, мочекаменная болезнь. То есть камни в почках? Камни в почках, мочеточниках, да. Распространенность такая. Но это же не смертельная история, да? Ну, смотря как запустить. То есть бывает и тяжело. Ну, если запустить, это может вести впоследствии к смертельным случаям. То есть это и гнойные осложнения и так далее. Острые, ну, это бывает острое состояние, когда блокируются почки, и дальше, если не лечить, это смерть, там дальше. Все. Это второе, если вот чисто мужчин брать, аденома простаты. Так. С ней очень много мужчин с возрастом сталкивается. То есть это доброкачественное увеличение предстательной железы, возникновение аденоматозных узлов, нарушение мочеиспускания. После 45 лет очень много мужчин с этим сталкиваются. Ну, это как бы по-любому или какая статистика? Ну, смотря как следить за здоровьем, большая часть мужчин узнает, что это такое, на первой, второй или похуже стадии. Тоже связано с нарушением гормонального фона, у кого-то на фоне воспаления, там много теорий. Нарушается гормональный фон, увеличивается простата и возникает аденома. Так, это второе. Третье что? Третье. Или всего 2 проблемы? Тут не так много осталось. Кисты почек тоже распространенная проблема у людей. Это тоже по твоему профилю идет? Кисты почек? Да. Это хирургическое заболевание, да. Это возникновение полости жидкости в почках. Вот отдельно от того, что есть лоханка, куда моча фильтруется, в паренхиме возникают жидкостные образования. Они могут увеличиться до таких размеров, что полностью сдавить с собой почку, и паренхима атрофируется, почка не функционирует. А это как-то визуально видно? На УЗИ. На УЗИ.
Мгм. Ну, смотри, получается, возьмем там две вот эти самые распространенные болезни, да? Да. Вот про камни в почках я слышу, ну, чуть ли не с самого детства, там, у кого-то что-то. Постоянно, да. Что ведет вот к этому заболеванию? Что Что ведет? первое? Да, ну, Мы всегда, когда с пациентами общаемся, мы всегда им объясняем. Мочекаменная болезнь – это не болезнь почек, это болезнь обмена веществ. Это чаще всего следствие уже каких-то нарушенных процессов в организме. То есть уролог с последствиями борется, он не излечивает от этого заболевания. ну, это не из-за плохой воды, да, я так понимаю? Ну, это в том числе из-за плохой Влияет? воды. Какие факторы есть? Гормональные факторы, то есть это обмены минералов, кальций, фосфор, магний. Это щитовидка, паращитовидка. Мгм. Это инфекции в мочевыделительной системе. Если есть какая-то инфекция, бактерия персистирует, она нарушает pH кислотной среды, Мгм. и легче кристаллизируются Да, да. эти все минералы. Это генетически бывают заболевания в почках, когда просто Предрасположенность. почка формирует камни, потому что сломано что-то в генах. Вот. Ну, вот чаще всего вот такие проблемы. Ну и, соответственно, питание, образ жизни, питьевой режим, это все никто не отменял. Есть эндемичные зоны, когда вода некачественная, слишком жесткая, или человек имеет какой-то стереотип питания неправильный. А что это значит? Ну, много соли потребляет, Мгм. много ест определенного вида мяса, на фоне мяса тоже. Какого Это, мяса? ну, красное мясо. Вот чаще всего вызывает нарушение в Красное обменах. мясо, в смысле, баранина, говядина? Избыточное его А, потребление. я понял. Везде оно- есть все яд, все лекарство, просто есть градация. просто, ну, я для себя просто хочу узнать, а избыточно это сколько? Ну, индивидуально, какой организм. То есть вообще норма, чтобы поддерживать свой вес, это 1 грамм белка от нормального Мгм. животного, 1 грамм, 1,5 грамма белка на килограмм веса своего. Мгм. Если человек превышает эти нормы и не занимается, у него нет Мгм. каких-то задач спортивных, то есть не восполняет это физической нагрузкой, то это будет вести к нарушению обмена веществ. Мгм. Вот. Мгм. То есть норма, она тоже индивидуальна, соответственно. Индивидуально, конечно. Есть конституция тела, кто-то 1,50 м такой, кто-то 1,80 Ну, м понятно. другой. Да. Да. А вот с водой, да, вот вода у нас вообще традиционно плохая. В Крыму она очень жесткая, там много солей. Это ведет вот этим камням в почках? Отдельно нет. Ну, и просто То если... есть чисто этот фактор не работает? Это мочекаменная болезнь мультифакториальное заболевание. Да. Вот что-то должно все совпасть. Если постоянно пить только плохую воду, и вот все на ней, и бульоны варить, и пить обычный чай, и кофе заварить, да, будут проблемы. Вот. Но должно совпасть много факторов. И воспаление должно появиться в мочевыделительной системе, и нарушится регуляция, выведение, это почки должны плохо начать работать. В сумме, все в сумме. Мгм. То есть получается, что, допустим, да, к примеру, человек хочет избежать камней в почках. Мгм. Да? Вот он не хочет, чтобы у него были камни в почках. То есть стратегия исключения вот этих вот факторов, она работает, да? То есть Да, да. нормальную воду взять, потом там какие-то нагрузки давать физически, да, вот так вот. Да. Это работает? Питьевой такая режим стратегия? соблюдать. Что это значит питьевой режим? Ну, в среднем 1,5-2 литра То есть это не сказка, в да? сутки. Не Питьевой миф. режим, Да. ну, мало будешь пить, будет концентрированная моча. Будет застаиваться моча. Мгм. Ну, постоянно эта система должна орошаться. Мгм. И ты должен выводить. Выводить моча, во-первых, вода. Ты пьешь воду, это Мгм. среда для всех процессов в организме. Ферментативные процессы, просто межклеточная жидкость и так далее. Весь обмен происходит в ней. А потом она фильтруется в Мгм. почках и выделяется лоханку, дошел мочевой пузырь и вышло. Мгм. Это постоянно должно происходить, этот обмен. Вот. Просто понимаешь, вот культура питья у нас вообще ее нету. И я понимаю, что, ну, я не говорю, что давай так, вот последние 10 лет как будто бы с вот этим инстаграмом, Да, с да, этим да. фитнесом, это что, 2 литра воды, там все там понятно, это, ну, я вспоминаю там свое детство, условно говоря, там, вот я вообще не видел, чтобы люди просто воду сидели, пили. Утром встал, там, раз воду выпил. А я вот сам, я же постоянно говорю, Да, рекомендации воду не даю. любишь пить. Я понимаю, что я на свой организм не всегда реагирую адекватно, что нужно пить и так далее. То есть утром выпил, потом убежал, работа, вспомнил вечером, что я не попил даже. Сразу там, 1,5 литра, да? Ну, пошел в зал, в баню, и там, да, 1,5-2 литра выпил. Но это должно быть распределено во времени. Ну это, и воды это, потом, это да, не да. так работает. Да. А этот, смотри, а работает так, что, допустим, если моя норма 2 литра, я утром литр выпил и вечером литр выпил? Нет. Это должно быть в балансе постоянно идти. То есть, если за раз это выпить, оно сразу всосется в кровь,
расфильтруется и выйдет, и будет выходить. Это должно постоянно быть, потому что все процессы в организме постоянно идут. Да. Постоянно идут химические реакции в организме. То есть просто нужно подливать воды по чуть-чуть, Да. растягивать на Это целый не день. значит, что под капельницей надо лежать. Ну, просто попил воды, утром 200-300 миллилитров, там чай еще выпил. И так в Капельница течение дня. хорошая, кстати, вариант. Да. Если сидячая работа. Капельница, ну да, можно. А этот, смотри. Шапку еще можно с этим, с 2 Да, стаканами. Да. Вот. И потом еще воды, да, попить. Смотри, а вот это вот про гормоны ты сказал. Ну, у нас сейчас вообще популярно сдавать на гормоны. Я просто... Это хорошая тенденция. Да, это хорошая тенденция, да. Но я вот как бы заходишь вот в такие специализированные учреждения, и там прям акции, типа вот там за 700 рублей, и там такая портянка этих гормонов. Потом идешь к врачу, и он говорит, да, это все ерунда вообще. Это все там хайп, там мода там, Вот и так далее. такая последовательность, это ерунда. Такая. То есть хаотичная, да? Это, как сказать, Самый ненужный анализ собрали, да? это ретроградное. Вот, изначально все должно быть по показаниям, по клинической ситуации. То есть пациент пришел, с ним общаешься, что его беспокоит, какой у него образ жизни, предполагаешь какие-то вещи, исходя из просто визуала, Да. исходя из того, что он тебе сказал, какие у него вообще запросы есть в целом, что он от себя требует. И в сумме оценил, что у него в жизни вообще было, какие заболевания и так далее. И назначил, исходя из его конкретной ситуации. А так акция витамин D сдать и прийти просто, ну что, витамин D, да, будет понижен или повышен, это анализ. Это никак не связано с этим человеком. Это в сумме, там надо посмотреть, что у него с общим анализом крови, с биохимией, понять, есть ли вообще смысл дальше углубляться, искать, там, если у него подозрение на анемию, искать, ну, сдавать отдельно показатели по анемии перед тем, как ты просто общий анализ крови сдашь и посмотришь гемоглобин. Но это неправильный подход. Так, Вот ну, путь должен быть врач, анализы, потом обратно врач. ну, я потихоньку начал путаться, давай тогда распутываться. Вот смотри, если, ну, условно говоря, человек хочет понять, у него есть процесс образования камня в почек, но я понимаю, что когда у тебя камень, ты уже понял, что у тебя камень. Да. Вот как предупредить этот песок там в почках, Оценить вообще оценить изначально. риск свой, на какой ты стадии находишься, то есть как это сделать? Прийти, во-первых, на прием к врачу. Ну, это уже неинтересно. Ну, кто к врачу просто так ходит? Ничего же не болит? Ну, с запросом все равно надо прийти, чтобы он тебе объяснил. Либо нас послушать сейчас. Есть базовый общий анализ мочи, потом все равно его кто-то должен интерпретировать. Общий анализ мочи. Общий анализ мочи. В нем есть показатель соли. Так. Это базовый показатель, он может показать, что есть соли оксалатов или уратов или еще чего-то. То есть это косвенные признаки мочекаменной болезни. Они косвенные, они вообще могут быть приходящие. То есть камня или песка не быть, но в этот раз он там плохо попил или что-то поел, и у него соли. Дальше есть углубленный анализ, там анализ называется налитогенные субстанции мочи. То есть тоже анализ мочи, центрифугуют осадок, смотрят и оценивают вообще риск камнеобразования отдельно. Сдать биохимию крови, посмотреть мочевую кислоту. Если она повышена, то это будет предрасполагать к возникновению определенного состава камней. Они же тоже разного состава, мочекислых камней. Вот. И все это потом показать врачу, соответственно. То есть, чтобы прийти, скажем так, подготовленным к урологу, ну, можно сдать общий анализ крови. Если по поводу мочекаменной болезни, общий анализ крови, Да. мочи. Да. Общий анализ мочи, моча-налитогенные субстанции и биохимию крови Биохимию базовую, крови. ну, с мочевой кислотой. Вот. То есть, если, допустим, Там И- можно, есть еще, видите, много углубленных Да. показателей, если они все это будут сразу давать, это тоже так. Калий, натрий, кальций, хлор, то есть обмен микроэлементов тоже посмотреть. Мгм. Это тоже оценка предрасположенности к этим Ну, скажем так, мочекаменным то есть базово для того, чтобы просто понять, что с тобой, достаточно, да, вот этих вот 3 анализов сдать, чтобы просто да. к тебе прийти к врачу, сказать, вот смотри. Биохимия, Да. общий анализ мочи, литогенные субстанции мочи. Мгм. Вот. А вот, допустим, там песок в почках, да, там, ну, не камень, скажем так, но какой-то песок. Сейчас же уже есть, да, там не хирургические вот эти вот способы удаления этого песка, чтобы, ну, Когда песок, это, во-первых, если его просто выгнать, питьевой режим, там назначат некоторые препараты, там, и он уйдет. Вот. Но он будет опять возникать, если не причина провести. не- Да. да. Есть такое понятие, когда мочекаменная болезнь случилась, мы называем это метафилактика мочекаменной болезни. То есть дальше
проводить не профилактику перед возникновением, а уже возникла болезнь, предотвращать ее рецидивы. Да, понятно. Исходя из предположения, какого состава камня, даются рекомендации. То есть там много составов камней, там оксалатные, лауратные, Ну, понятно, да. и так далее. Исходя из того, что мы предположили по анализам, вот по этим косвенным признакам, есть рекомендации. Рекомендации, они могут быть не по лечению, а дальше до обследования. К эндокринологу пойти, сдать щитовидку. Выявляют заболевание, там гиперпаратиреоидоз, нарушение обмена микроэлементов в связи с этим. Эндокринолог назначит профилактику и диету. Или будет лечить болезнь, связанную с заболеванием паращитовидной железы. Вот. Путь есть, да. То есть песок никто оперативно не лечит. Предотвращать его развитие в камне есть пути. Но по итогу, какой бы камень ни был по типу, да, он в итоге одинаково перекрывает мочеточник и, да, и вот это вот дикие боли. Или у них по-разному эффект есть? Это от размера зависит. Ну, Вот, обычно больше 5, 6-7 миллиметров вот такие камни могут вызывать обструкцию, нарушение оттока мочи. то есть он перекрывает канал, да? Да, до 3-4 миллиметров такие камни выйдут. Ну вот, если они не острые, они гладенькие, все нормально. И если нет сужения мочеточника, это вот индивидуальные уже особенности, камень, если его прогнать, выйдет. Но это если камень, видите, сколько тонкостей, свободно лежит в почке. А прогнать, что это значит? Литокинетическая терапия, стимуляция диуреза, и он, то есть образование мочи и выхода с камня с мочой через естественные пути. Вот, литокинетическая терапия. Но есть камни, которые не свободно в почке находятся. Они как бляшки приклеены к слизистой, и пока не вырастут, они не отходят. Вот. То есть они по-любому вырастут в большой камень и уже там... Ну, если, не по-любому, если человек продолжает жить таким образом и ничего не предпринимает, то будет расти. А можно как-то вот, сидя за столом, понять, что у тебя там какой-то камень в почках вообще? Ну, то есть вот как-то по ощущениям понять это? Если, в смысле, такой клинически значимый, Ну, вот он большой растет, камень, вот растет у тебя камень в почках, да? Это же уже какая-то патология. А как можно понять это, что у тебя... ноющие боли в поясничной области, периодическое воспаление или изменение цвета мочи, мутное становится. То есть, когда есть камень, это хроническое воспаление, уже все базово. То есть моча мутная становится периодически или постоянно? Обостряться может. Хронический пилонефрит уже есть, связанный с этим камнем. Иногда, когда камни есть, и они вот так елозят по слизистой, если они свободно находятся, примеси крови могут возникать. Вот. Такие косвенные признаки. Но у кого-то развиваются камни, которые полностью закрывают почку, и он до момента, пока он не вырастет, Сознание ничего не ощутит. Не чувствует, не Но почувствует. это были такие случаи, вот просто люди с огромным камнем случайно выявили. Огромный камень почки. Огромный это сколько? Ну, это объемом, больше 7 кубов, то есть бывает и 16-25 сантиметров кубическов. Это 3, 4, 5 сантиметров. Это, занимающую всю полость почки. Ничего себе. Ну, вот я был еще студентом, ходил, я даже фоткал, вот так полностью в ладоши камень. А вот красивый такой, гладкий вокруг. Это его раздробить без операции, именно без полостной, без лапароскопической, без входа живот никак. То есть невозможно. это лапароскопически. Резали лоханку и вытаскивали ее. И вот я прям вот так в руке огромный камень был. А вот человек, вот он, смотри, там же объем не бесконечно, вот где этот моча, да? Ну, как да. бы, В какой-то момент почка просто прекратит функционировать. Тут повезло, тут выявили на УЗИ, человек обратился, почка выжила, все хорошо. А так заблокируют отток мочи, почка так какое-то время побудет и перестанет работать. А этот человек не почувствует, что она не работает? Может, да, может не почувствовать, Ничего потом себе. только узнать. Да. А вот смотри, образование вот То есть этих... это постепенно, медленно Да. случается. А образование вот этих вот камней, вот у женщин и мужчин, у них это одинаковый процесс? В целом патогенез одинаковая, причина одинаковая. Просто говорят же, что у женщин другой гормональный фон, все вот эти вот моменты, нюансы. Статистически чуть чаще у женщин, да, я вот даже читал, рецидивирует у них чаще. Вот это я читал. Рецидивирует, это что значит? Снова возникает. Опять начинается. Да. В среднем там вот по статистике тот, кто вот в этом году, допустим, прооперировался, у него за год рецидив в 10% случаев случается.
вот у пациентов таких. Если ничего не делать, а мы сейчас, кстати, активно этим занимаемся, рекомендации даем пациентам, чтобы повторно к нам не возвращались. Не возвращались. Да. Те, кто профилактикой занимаются, вот, мы о них забываем, собственно. Вот. Окончательный вот вердикт по составу камня и по предполагаемой профилактике — это химический состав камня. Его мы можем взять только на операции, когда раздробили и кусочек взяли. В лабораторию четкий состав по процентам, что как. Вот. А остальные все, то, что я перечислил, это косвенные. Ну, вообще, вот эта вот патология с камнем в почках, она молодеет вообще, эта история? Или она так же, как и была, так и есть? Опять же, по статистике, это самое трудоспособное население, 30-50 лет. Ну, 18, 19, 20 лет. Бывает? У меня пациент был 20 лет, парень. У меня еще такая ситуация интересная. Он в рейсе был. В рейсе, в торговом каком-то, в Китае. У него в Китае случилась колика. Он мне потом приезжал, выписку показывал. В Китае его с корабля взяли, в больницу положили, диагноз поставили, выписка на китайском. Предлагали операцию дистанционную ударно-волновую терапию, ну, в Китае, ну, вот со стороны дробить дистанционно. И со мной его родственники связались, сказали, вот будут приезжать, можно на консультацию. Приехал, раздробили, все хорошо. Так, а 20 где лет было. раздробили? У тебя раздробили? У нас в клинике, да. А там в Китае ничего не сделали? Там предложили ему ударно-волновую. Я так и не понял, то ли дорого, то ли они не смогли это Но сделать. ударно-волновая, это же не руками, да? Это не руками, это аппарат специальный, дистанционно дробят. Но они когда... Такой метод существует, но есть свои тонкости. Когда фрагменты образуются из-за дробления, они выходят потом и все повреждают. Ну, я Всё, тоже что так думаю, они же острые еще получаются. Да. То есть человеку и не повезло, и повезло. А как он дотянул до тебя? Это же все-таки дикие боли же. Не, ему медикаментозную терапию провели, воспаление там сняли, и если камень не полностью блокирует, он, в принципе, спокойно дойдет. Не полностью блокирует как? Он зашел в мочеточник, встал так боком, ребром, и просвет есть все-таки какой-то, и моча как-то идет оттуда. Вот, не полный блок, в общем. Вот, но он 2 месяца был с камнем. Это долго достаточно. Когда так долго ходить с камнем, пролежни образуются, слизистая повреждается, и потом рубцы могут образоваться. Потому что свои осложнения. Ну, эта болезнь не молодеет, да? То есть это, в принципе, стандартно, риск там 30+, да, ну, бывает и у молодых. Да. Так, понятно. Давай теперь про аденому поговорим. Вот вообще говорят про простатит, простата. Это вообще что такое? Вроде что-то такое страшное, ну, как бы вроде как нужно всем провериться, но мало кто знает, что это такое вообще. Простата – это мышечный эластичный орган, который расположен под мочевым пузырем. Через него проходит начальный отдел мочеиспускательного канала. То есть есть мочевой пузырь, где скапливается моча с почек. Да. Под ним простата, в ее толще идет начальный отдел мочеиспускательного канала, откуда уже моча выходит наружу. Вот. В этом же отделе, это орган очень много функций имеет, в этом же отделе находится место, откуда семя выбрасывается потом. Вот. Простата участвует и в семяизвержении, и в продукции этого секрета, и в удержании мочи. Вот. Множество, и гормональную какую-то функцию выполняет определенную. С возрастом, ну, вы про простатит спрашивали. Орган такой, он находится на дне малого таза, дальше там мышцы внизу, подкожная клетчатка, кожа, достаточно близко к наружной среде. К улице. И в самом дне, где особенный кровоток и так далее. Сидячий образ жизни, водители, офисные работники, переохлаждение или перегревы, вот резкие изменения температуры в этой области. То есть это вышел с холода, зашел в машину, обогрев включил, и так ездишь, и так постоянно выходишь. Нарушает микроциркуляцию, это вредно, да? Вредные эти резкие вещи вот эти делают. И нарушается кровоснабжение этой области, может вызывать простатит. Кроме этого, застой, нерегулярная половая жизнь и так далее, застаивается секрет. То есть вообще рекомендуется регулярно, да? Регулярно, да, это вообще базовая рекомендация уролога. Регулярно половая жизнь, все лечит. И инфекция, бактериальные уже вещи, это простатиты вызывает.
еще отдельная причина — нарушение гормонального фона. У мужчин с низким тестостероном чаще всего будет простатит. Вот. Это очень гормоночувствительный орган. Вот простата у мужчин — это гормоночувствительный орган. Вот. Это что касается простатита, воспалительный момент. Воспалительный момент, он набухает, тянущие ощущения, боли, рези при мочеиспускании. А какие боли? Вот, ну, как вот тянет внизу живота, при мочеиспускании рези. То есть вот мочеиспускание, рези при нем. Это такое ощущение субъективное. Еще проще объяснить. Да, если мазок когда-нибудь сдавали, вот приблизительно может что-то такое. Потом, когда уже поелозили по слизистой, потом рези. Вот. В каких-то случаях при остром простатите вообще задержка мочи может случиться. И катетер. Как это? Не выходит моча? Отек простаты произошел на воспаление, заблокировал мочеиспускательный канал, моча в мочевом пузыре не может выйти. Катетер, либо вообще трубку в живот ставят. Вот острая задержка мочи может случиться. Это прям такой серьезный простатит. Что касается аденомы, это уже новообразование. Ну, простатит — это, скажем так, самая распространенная история, да? Да, очень часто. И как бы ты говоришь, что там человек ближе к старости, там, зрелости. Не, это и молодые, и это среднего, и 30, и 20. Это и 20. Это все. Ну, как все? Что, 10, что ли? Ну, каждый второй, каждый третий. Вот просто. Так это же много. Так у нас такой образ жизни сейчас. Это все изменилось. Отсутствие физической нагрузки, гиподинамия, сидячий образ жизни, водители постоянно. Те, кто в рейсы ходят, тоже половой жизнью не живут регулярно. Инфекции просто. А что за инфекции? Вот, где риски этой инфекции? Ну, как где? Я просто человек семейный, я просто хочу уточнить. Регулярно, нерегулярно половая жизнь, а есть беспорядочная и незащищенная. Это отдельно, это специфическая инфекция. А есть просто нарушение гигиены, и там кишечная флора туда заходит. То есть то, что должно быть в другом месте, в мочевыделительном тракте не должно быть, оно туда заходит, кишечные бактерии тоже вызывают как и в почках воспаление, так и в простате воспаление, и в мочевом пузыре. Вот. В целом так. Так, понял. Сейчас. Да, я тоже, пожалуй. Надо же рекомендации свои соблюдать. Давайте подписаться, страшно. Про сидячий образ жизни говоришь, мне аж этот. Да. Так, смотри, ну... Так, это в принципе понятно. Но смотри, получается, что раз это самая распространенная, скажем так, патология, да, самая распространенная, ну, соответственно, нужно понимать вообще, что можно делать для того, чтобы не попасть к тебе на прием. Я понимаю, что сейчас ты будешь против себя работать, но давай немножко Садаха тоже немножко людям отдадим. Простатит такая патология, лучше какие-то более серьезные лечить. Ну да. Что нужно делать, вот, чтобы... значит, вот... Я перечислял факторы, Да, которые могут на это влиять. Надо на них действовать. Если, допустим, застойный простатит, регулярная половая жизнь. А если нету? Вам, врачам, легко говорить? Да, врачам легко говорить. Есть альтернатива. Понял. Но она не решает все. Потому что она не стимулирует мышцы малого таза. Нету фрикционных движений, они нужны. Чтобы мышцы сокращались, кровоснабжение улучшалось. Вот. Это в том числе застой, ну, физическая нагрузка, спорт, бег, так далее, так далее. Вы еще до старого, да, остались? Ну, это правда важно, это тоже проблема. Я прям всегда спрашиваю и всегда настаиваю на этом. А приседание не помогает? Ну, это же тоже прокачать лимфу. Если там, касается застоя именно крови, венозного застоя крови и вот этих вещей, да, помогает. Это кровоснабжение улучшает. Есть упражнения Кегеля, специально на мышцы малого таза. Да. Но я говорю про другой застой. Конгестия, застой именно сока простаты, застой семенной жидкости. Вот от этого как бы сильно мы не хотели, это не поможет. Нужно стараться, то, что природа придумала, да, оно надо для чего-то. Ты рекомендации даешь людям? Я регулярно половая жизнь, вот базовая рекомендация. Вот, это вот эти два фактора. Застой кровотока, застой простатического сока, семенной жидкости, инфекции, профилактика, гигиена, защищенные половые акты, нарушение гормонального фона, сдавать гормоны, если жалобы какие-то есть,
стараться корректировать, ну вот обращаться и корректировать гормональный фон. Если это какие-то несерьезные вещи, то это регулируется образом жизни, питанием и такими базовыми рекомендациями по витаминам, БАДам и так далее. Ну вот смотри, сейчас в интернете есть такая популярная философия воздержания называется. И вот эти вот люди-достигаторы, Да. люди-достигаторы, они говорят, что вот я там полгода уже, короче, вот такой весь, это молодец. Это что, получается, вообще твои пациенты в конечном итоге? Ну, да, это такие Просто это, кандидаты. понимаешь, это даже звучит не логично. Кто-то верит? Конечно, слушай, Нет, я про их воздержание. Кто-то верит? ну слушай, ну больных много людей, это сейчас же культ достигаторства. И получается, люди делают параллель, что если, короче, я буду воздержаться, значит, я буду сконцентрирован, там какие-то цели. И ну реально это люди ведутся на это. То есть, Но он будет на чем-то определенном сконцентрирован. Он будет не свободен от других мыслей. Нет, на самом деле... ну это как, вот ты как врач это оцениваешь? Это битва всегда в этом сообществе, битва этих двух мнений, воздержания или отсутствие воздержания. И я считаю, что это уже категоричность. Вот то, что люди пытаются по полгода воздерживаться от любых видов дренирования, так сказать, простаты. Вот. Это категоричность, это крайность, это против природы. Ну, на что? Они акцентируют, что это кто-то апеллирует к тому, что это повышает тестостерон. Ну да. Научные исследования говорят, что это транзиторное повышение. Это на время повысит тестостерон. Ну вот, буквально в районе Но недели. это короткое воздержание на время повысит. На время, это время недели, это ни о чем. Какую-то неделю это много. Тестостерон на Может, неделю. столько Зачем всего тестостерон сделать? на неделю? Базовый тестостерон такой же будет. Это колебания вообще не существенны. Это научные исследования. Они не ведут к результату, когда тестостерон там повышается на 30, 40, 50%. Такого не будет. Это все, ну, это просто ритуалы, которые людям приятно, что они могут это сделать и как будто бы приобщиться к этому сообществу достигаторов и тестостероновых. Ну, клуб получается. С другой стороны, да, клуб, ну, удачи. С другой стороны, они забывают про психологическое здоровье и про гормональное. Другие гормоны существуют еще. Гормоны удовольствия, там, счастья и так далее. На тестостероне супер сконцентрированным не будешь, а на отсутствии половой жизни тем более. Ты будешь сконцентрирован на том... Ну, у всех же разное. Слушай, ты так говоришь, это только, ну, если ты там хищник, по сути, да, ты будешь страдать. А если ты там ну, такой... Так это тоже кандидаты на наше лечение. Тоже? С пониженным либидо, да. Это как бы когда в риск, супер, да? когда супер низкая либидо, Ну, я не знаю, просто, понимаешь... прям которому вообще плевать. Не, ну, я насчет плевать не знаю. Просто я знаю, что есть у всех разная конституция. Да, Кому-то там раз в месяц, там, ну, норм, там. Я слышал, я не знаю. Нет, конституция... Ты же, к тебе же приходят, что, не говорят такое? Конституция, правда, разная есть, но это конституция, это мы о нормальности говорим, а базово все равно либидо должно быть в каких-то разумных пределах. Раз в месяц это, ну, не супер хорошо, это о чем-то говорит, можно сдать гормоны, проверить, хотя бы в неделю надо. Ну, подожди, ну есть же понятие там роли, социальной роли, там есть альфа, есть бета, то не все же вот эти вот. Ну, мы про здоровье говорим. Ну да. Про мужское здоровье. Да. Есть, но это тоже какая-то... Есть все равно диапазон нормы и градации. Кто-то ближе к той норме, кто-то ближе к той. Да? Да? В принципе, все логично, все есть. А кроме вот этих вопросов по воздержанию, эти люди будут страдать простатитом. Застой, если у них вырабатывается все. Даже если он на тестостероне качается, как лось там. Конечно. Будут страдать простатитом, это будут отеки, это будут неприятные ощущения, а хронический простатит, если еще инфекция присоединится к этому всему соку, а сок очень питательный, потому что он энергию дает сперматозоидную и так далее, а это питательная для бактерий среда. Придет бактерии, на фоне хронического простатита рубцы образуются в простате. То есть даже не от аденома он потом будет в старости страдать, а от того, что железа зарубцевалась, и склероз произошел, и она просто неэластичная. Склероз чего, железы? Да, склероз простаты. Это в другая итоге? крайность. Она не увеличивается в объеме, простата. Она скукоживается, склерозируется и нарушает отток мочи за счет того, что она тоже неэластична. Эффект тот же получается. Да, просто не за счет увеличения, а за счет склероза, сморщивания. Да. Вот. И плюс на хроническое воспаление и на рубцы камушки в толще образуются, кальцинаты называются, как хронический калькулезный простатит мы это называем. Соли
кальция на хроническое воспаление приходит и пытаются его ограничить, и камушки просто в толще образуются. И камни прямо в толще простаты. Красивая картина, на самом деле. Тут страшно жить, получается. Ну, это я к тому, что... Слушай, без воздерживаться образования, не оказывается, стоит. нормально живешь, да, спокойно спишь. Да. Ну, получается, что вот с этим воздержанием как бы понятно, да? То есть это как бы не норма, это лучше так не делать. Ну, такая крайность, когда про полгода говорим, да. Ну, если там человек какие-то хочет быстро там какие-то результаты на неделю, ну, хорошо. Ну, этот культ есть просто. Я его, Да, я его вижу, я да, что же там мы же сижу в все на Инстаграме, Ютубе да. сидим, то есть, Мы же все его пробовали. ну, Молодежь часто, я знаю, просто друзья говорили. да, слышал, да? Так, ну хорошо, получается, так, воздержание это как бы плохо, понятно. Как еще можно уменьшить? Вот активный образ жизни вести, да? Да, спорт, следить за гормонами, проверяться. Вот. То есть периодически нужно проверяться, да? Ну, гормоны. И если есть какие-то жалобы, ну, то есть, когда человек, если ко мне приходит, я его спрашиваю. Он пройдет опросник, есть специальный опросник, он чаще там касается возрастного дефицита тестостерона, ну, его приемлемо и молодым людям давать, просто чтобы посмотреть, оценить жалобы сниженного тестостерона, апатия, там, депрессивное настроение, плохой сон, тревожность, нарушение либидо. Это тоже здесь? Это все входит в этот А опросник. я думал, что тревожность как бы это вообще другая история. Это, Или здесь в том числе? Она может и с этим быть связана. Это не про одно. Я не буду перетягивать одеяло, как кардиологи ваши. Есть это ж у кого-то с психиатрией это будет связано, у кого-то с тестостероном. Тестостерон это тоже. Ну, кардиологи вообще цари, да, вашей этой природе? Да нет, не все цари. Мы урология вообще. Ну, просто у них там быстро элита все получается. хирургии. У вас медленно, у них все быстро получается. Кардиология? Ну да, клина поймал, и все, до свидания. Ну, может быть. Ну, кардиохирургия это самый долгий путь. Это еще дольше. Так, давай сейчас кофе попьем. Слушай, ну раз уж ты начитанный человек, давай про кофе немножко скажи, потому что вот буквально сегодня, я не знаю, как будто мой инстаграм за мной подслушивает. Сегодня мне подкидывает ролик, что кофе вообще очень вредно пить, там 4 вида каких-то ядов, которые там гормоны, все очень плохо. Давай скажи на эту тему. Ну, все вредно. Ну ты пьешь кофе, да? Я пью кофе, конечно. Я без кофе бы не приехал сюда. Я вообще ради кофе приехал. Ну, уже хорошо. Да, но это все, вот эти инстаграмы, все эти такие громкие заголовки, это чтобы подольше смотрели рилс. Мы тоже этот процесс сейчас изучаем, вы могли заметить. Вот. На самом деле, это же в культуре давно есть. Да. И организм к этому тоже привыкал. Там какие-то обезьяны когда-то откуда его делают, я забыл. Это ж Что делать? зерна. Ну, это зерно. А кофеин еще есть в ягодах. Вот был в ягодах. Нет, смотри, там есть такая история, это чисто маркетинговая история, что вот эти вот обезьяны, там всякие животные едят эти ягоды, потом они их пропускают через свою пищевую систему, и они ягоды годжи, то есть вообще не то. В общем, и животные едят, потом это все превращают в навоз, это все вытаскивают, ферментируют, и как будто бы это супер кофе получается. Ну я не про это имел в виду. Я про ягода, то, что... она только ягода, и все. Я про то, что в природе вот этот кофеин, он есть в разных продуктах. Да. И Да, как да, бы да. животные, и там обезьяны, и первые там люди, словно это все потребляли, пробовали, и организм к этому готов. Так же, как забродившие фрукты, которые потом стали вообще отдельной культурой алкогольной. Организм к этому готов, то есть все в каких-то дозах оно приемлемо. Если только кофе пить и все, и пить его вот в таких количествах, вот, допустим, что касается урологии, вот объем кофе и что он простимулирует вот этим объемом, вот в флиджанах мы любим, Да. это маленький объем жидкости. Да. А кофе сам по себе диуретик, он стимулирует Мочегонный. эффект, да, имеет, и стимулирует фильтрацию, и образуется много мочи. Уходит жидкость из системного кровотока. А если пить кофе вот в такой чашке, ты сразу объем от этого восполняешь. Если злоупотреблять вот этим и не пить воду, А вот же у нас вода. ну, поэтому все хорошо. Вот. Ну, вообще, как бы ты знаешь, опираясь на опыт
наших предков, вот объем выпитого кофе нужно в 2 раза больше воды выпить после этого. Да. То есть, ну, примерно вот такая Это история. даже, видите, просто опытным путем это Опытом, случилось. да. То есть я всегда этому поражаюсь, потому что, естественно, никакой медицины не было. Люди просто как-то Это как это опытным интуитивно путем. поняли. Я так когда-то для меня в юношестве было откровение, когда я вот думал раньше, мифы есть, какие-то сказки. Да. Потом, когда я понял, что это все вообще какое-то прикладное значение имело, База, да? и просто это случайным образом, опытным путем, эволюционным состоялось. А мы сейчас просто как сказки и миф это знаем. А это и всегда имело какое-то значение и прикладной вообще итог имело. В общем, кофе пить можно, да? Нужно. Просто у Ну, нас если, здесь- если еще у вас свой бренд есть, ну, его нужно пить. Да не то чтобы, просто понимаешь как, ну, стараешься же всю информацию обрабатывать. И, ну, я понимаю, что кофе это какой-то в какой-то степени наркотик, в том числе, да, это пищевая привычка, там тоже у нее есть свои моменты, свои нюансы. Но с другой стороны, слушай, это же как бы культура, Да. и это же не просто кофе, это же целая история, не просто там выпил кофе, а пообщался, поговорил, хороший кофе выпил. Поэтому, ну, лучше не Не, злоупотреблять. лучше не злоупотреблять на ночь. И На ночь если- нельзя пить? Ну, бабашка мопёт постоянно. Ему все можно, да? Ему все можно, потому что он нас не слушает. Вот. А он кто по профессии? Он у меня инженер-механик. Да, инженеры, они вообще никому не верят. Они самые грамотные. Инженер-механик, правильно сказал? Что ты с этим? Инженер-механик. Ну, он и там и ученым был в какой-то степени. Что-то он всегда с автомобильными. С автомобилями, с автотранспортом, он вообще в общественном транспорте. Короче, он в работает. твой авторитет не верит, да? Не, ну мы же дети, куда нам. Да. Вот. Ну, у нас сейчас как? У нас вот 2 уролога подрастающих и 3 стоматолог. Ничего Сестра. себе. У вас династия получается? Ну, начало. С вас. Началась, да. С вас, да. Ну, 3 уже хорошая попытка. Да. Вот, и слишком много в течение дня плохо тревожность, она еще повышает. Ну, Если тревожность- человек предрасположен к этому, оно будет повышать тревожность. Я думаю, я соглашусь с этим, но не на своем примере. Как бы у меня тревожность это не повышает, но он 100% повышает тревожность. То есть у людей, которые предрасположены к тревожности, да, может, какие-то еще другие предпосылки есть. То есть он как будто бы подливает масло в огонь, то есть как будто бы он усиливает Да, эффект. да, да. Ну, он же стимулятор все равно. Стимулятор по-любому. Так, ну, в общем, страшные вещи послушали про кофе, сейчас попьем. Так, значит, получается что? Получается, вот про эти теплые сиденья мне скажи. Вообще, на самом деле, я недавно об этом задумался, что это вообще реально контрпродуктивная штука. Вот ты садишься, улица, ну, утром выходишь, да, там все замерзло, то все холодно реально. Ты включаешь это сиденье, садишься, оно дубовое, там сел, оно что-то согрелось, что-то вышел на мороз, встал, опять сел, короче, вот эти вот качели. Феномен в том, что... Я вас прибил? Не, я сказал, все. Феномен в том, что вот именно перепад, вот холод, Да. зашел, сел на горячее, еще и остался на нем. На холоде спазм сосудов происходит, а на тепле расширение. И вот эти резкие изменения, они нарушают кровоток, вот микроциркуляцию в простате в данном случае, и ведут к повреждению тканей, а что потом придет к воспалению приведет. Вот резкий Это перепад. 100%. Или тоже просто повышаешь Ну, если ты один раз риск? это сделаешь, то нет, это повышение рисков. Если ты регулярно этим занимаешься, то вот оно так будет. Рекомендация есть, вот, урологи рекомендуют так, что подогреть и выключить. И оставить вот температуру. Ну, я Она так делаю. подогрелась, выключили, все, база. Я так делаю обычно. Вот. И также с обдувом. У кого есть? У вас есть. Короче, в летнее время. Климат же справляется с этой историей? Или тоже Ну, выключать есть же надо? вентиляция сиденья. Я про вентиляцию. А, не, мы так столько не зарабатываем, подожди. Мы до этого не дошли. Все будет. Ну, на будущее скажи, что там с вентиляцией? Тоже резко так в летнее время чуть То есть обдули, обдувать не надо, да? чуть-чуть обдули и выключили. То есть Ага. просто, чтобы хотя бы не кипяток был. Все понял. Хорошо сказал, слушай, а то я тут как раз задумывался. Но это, знаешь, это как вот с курением, да? Ну, вроде как не 100%,
Но риски повышаются. Ну, там прям, что касается курения, там уже жесткие расчеты есть. Это прям математика. Там математика уже, там есть расчет там, у пульмонологов, кардиологов, пачка лет прокуренных. Серьезно? Насколько оно повышает риски инфарктов, инсультов. Это уже формула. Но повышает риски. Но это же не Это 100%. сосудистых заболеваний. Вот мы про курение спрашиваем, это базово всегда. Это системные заболевания. Про рак оно не 100%. Я понял. А про вот эти вещи, про сосудистые повреждения и легочные заболевания, оно вот, имеет жесткую корреляцию. Поэтому да. А по нашей части это на онкологию влияет. Слушай, на онкологию мочевого пузыря. А вот эта вот стимуляция простаты, это анекдот или нормальная тема, Про рабочая? массаж? Ну да. Я его не делаю. Я поставил в клинике цену такую, чтобы специально, если очень хочет, хорошо. Просто я подкаст Абрамова смотрел, такой комик есть, он Я как знаю, раз да. рассказывал про стимуляцию. Я, Как он кажется, ходил видел на это. массаж, это было очень смешно и страшно. Смешно и страшно, но вообще это, по сути, просто там, заработок денег, мне так кажется. И сейчас это никто... У меня наставники, учителя в клинике работают профессионалы экспертного уровня, вот, что касается моей профессии. Лечебного эффекта оно не имеет. У меня был пациент, который ездил в Баку, чтобы ему нефть в прямую кишку засовывали, и это как бы ему простату лечило. Грязелечение, оно какой-то эффект еще может иметь, там, микроэлементы и так далее. Но вот эта штука, я считаю, там одно показание. Когда человек парализован ниже пояса, и у него застойный простатит, тебе нужно просто, чтобы оно выделилось, чтобы отек спал. Вот это, мне кажется, единственное показание, когда это нужно по медицинским признакам делать. В остальных случаях, а вдруг у него там киста или абсцесс, а ты его лопнешь, вообще механически его раздражаешь, вдруг у него там камушки, о которых я сказал, они еще повреждают ткань, ты будешь массировать и так далее. Половая жизнь, физические нагрузки. Короче, по зову сердца, да, массаж делают? Я знаю такие истории. Есть любители, которые просто приходят вот для этого. Ну ладно. Поэтому не будем это углубляться. стоит дорого у меня. Ну, все равно можно же заказать. Можно заказать. Ну что там, 10 минут. Ну, номер оставим. 10 минут на бензин заработал. В Бахчисарай на подкаст приехал. Да. Не, тоже у нас аудитория платежеспособна, так сразу не говори. Так, Бак просто большой, я на спорте езжу. Смотри, вот получается... окей. Получается, смотри, у мужчин это понятно, страшилка. А вот что с женщинами? Им можно на теплых сиденьях ездить? Не, у них другой момент. У мужчин у ретро 12 сантиметров минимум, потому что есть половой член. Это я издалека сейчас зашел. Вот. 12 сантиметров это точная цифра или там Это тоже плавающая? Это по книжке. По книжке. Она плавающая. Плавающая, Вот, окей. до мочевого пузыря. Да. А у женщин, у ретро короткая, там до 4 сантиметров 3-4. Они поэтому терпеть не могут? Это, во-первых, у них простаты нет, да, и оно сразу вот рядом. Вот. И очень близко к наружной среде, Да. мочевой пузырь. Отсюда близкая инфекция, которая может зайти. 3 сантиметра ход. Рядом все. Микрофлора еще рядом и влагалищная, и кишечная, задний проход рядом. Вот. И очень рядом до мочевого пузыря, поэтому они циститами чаще страдают. Цистит это вот про это, да? Вот они циститами чаще страдают, у них эта проблема есть. Вот. Ну, цистит, насколько я знаю, не так страшно звучит, как вот что-то с этой простатой. Это... Тоже серьезно может быть? Не то, что серьезно, это неприятная штука. Они этим страдают постоянно. Просто они знают, как с ним справляться, они даже не говорят. Они там сами знают, тоже неправильный подход, что манурала выпили, и прошло, и все, до следующего обострения. Вот они так живут. А что неправильно? Потому что надо посев сдать, посмотреть, что за инфекция, пролечить, может, ее более системно. Ну, если ничего не отвалил, значит, помогло. Не, значит, помогло, но бактерия осталась, допустим, и потом будет рецидив. Ну, слушай, есть же такой момент, что как будто бы немножко, стесняешься, наверное, к крову выходить, нет? Ну, Такой мысли нет у тебя? у меня уже, наверное, профдеформация. Ну, конечно, у тебя профдеформат. А представь, ты пошел, Ну, там я, какой-то наверное, незнакомый стеснялся, мужик да. сидит. Ну что, говорит, давайте Да, показывай. я надеюсь, у меня лицо доброе. Нет, Не, наверное, да, но все-таки это же врач, нас так учат, мы вообще на работе абсолютно бесполые существа. То есть То есть не смеешься, да, когда ты типа, над пациентом? Не, мы потом сами в ординаторской.
Ну, смешные люди есть, но это же не отменяет того, что им надо помогать. А что было вот такое самое смешное, что можно рассказать? Без фамилии, без имен. Заведующий рассказывал, может, с этого начать. Да, друг рассказывал. Но я пытаюсь ситуацию вспомнить, я просто помню, насколько... Ну, бывает же такие, насколько было смешно после нее, а саму суть ситуации... Ну, разные же неадекватные люди молодому заходят. парню что-то не понравилось, как у него вена выглядит на половом члене. Нас это сильно впечатлило. Обычная вена на половом члене, а он молодой Ну, такой. видишь, обычно. Это у вас профдеформация, а он подумал, что необычно. А он ипохондрик. А что это значит? Он Загоняется очень, слишком? да, загоняется. Мытин. Митинный парень был. И он хотел по этому поводу делать операцию. Царство Пришел, небесное, да? пришел к 18 лет парню было. Вот. Пришел с вопросом вот эту вену как бы убрать. Ну, это, Убрать? ну да, как-то можно это убрать, говорит. Ну, мы его там мама, может, у тебя есть. Без заберу шутки еще. никак? А? Без шутки нельзя ответить здесь в этот момент? Нет, мы все-таки все нормально. Мы Слушай, как бы- 18 лет парень пришел еще, в клинику, кстати- сам еще, да, скорее всего? Ну вот мы спросили, мама есть, ты с кем-то пришел? Ну, я не знаю, 17-18 ему так было. Я тогда как ассистент работал вот, с наставником. Вот. Потом, ну, смешная ситуация была у нас от Москвы, парень тоже молодой, сознание чуть потерял. Ну, Чуть-чуть это прям как, ты его присел. поймал, Он что ли? белый стал и присел прям. Ну это болючее, знаете, что такое мазок? Ну, я- на инфекции. Когда... Ну, чисто теоретически, Да, как бы, да, да. это когда в уретру засовывают ёршик, ну, грубо говоря, ёршик. Диаметр Потому что он выглядит как ёршик. Вот у него щетка прям. И это... А люди, урологи старой школы, вот он мне так и рассказывает, что меня учили до крови. Вот засунуть, чтобы кровь... Вот, Ты была. просто про зов сердца вспоминаешь, сейчас вот ты там в начале подкаста сказал. Я отсюда... А я так не делал. Понял. Я всё. не думаю, что это надо. Ну, зачем кровь? Можно эпителий просто. Ну, так его учили, не знаю. Вот. И парень прям присел, прям побледнел в моменте. Не смешно, просто необычно. Ну, просто не рядовая ситуация, да, мне это кажется, так из-за этого. я прям запомнил. Тоже есть не смешная ситуация, есть на самом деле она грустная ситуация. Она смешная вот в том, что люди имеют такие заблуждения, и они к очень серьезным последствиям ведут. Пациентка была год назад. Пациентка. Да, девушка, да. Ну, как бы обратилась к заведующему, я и занимался, на диагностике была опухоль почки. Ну, как бы должна была ложиться на операцию, ну, все отконсультировали и так далее. На консультации было там понятно, что человек как бы особого склада ума там и так далее. То есть когнитивные способности, имеешь в виду? Не то, что когнитивные, ну, психологические, эмоциональные, вот такие. Другой был какой-то человек, сказал, что просто странный. Вайб, да? Вайб. Да, вайб странный, вайб. Вот, и как бы пропало. Ну, вот мы поконсультировали, назначили. Ну, Ой, не мо- после операции, Не, а просто не, ой, после. не могу, там что-то, еще что-то, а вдруг это все-таки не опухоль и так далее. А это орган, ну, которым по КТ ставится диагноз, а потом делается операция. И окончательный диагноз именно по гистологии, тип опухоли после операции. Ну, на почке так. Опухоли хорошо на КТ видно. Пропало, через 3 месяца звонок, муж с рейса пришла с мужем и говорит, и муж спрашивает, а это не заразно? Тоже не особого склада. Ну, мало Вот. ли, все-таки Вот. мочеполовая система же все-таки. Опухоль почки. Вот, не заразная. Я просто читал, что грибок может там быть. Вот такой. И у них ребенок еще общий. Типа, боюсь, что она там меня или ребенка заразит. И я ему объясняю, что интернет не ваш, вам не надо. Опухоль никакого инфекционного элемента не имеет, ее надо удалять, и все будет хорошо. Но сейчас медицина такая, удалил, наблюдаешься на ранних стадиях. В итоге опять пропажа, через пару месяцев звонок, там муж из-за этой всей ситуации со мной разводится, ребенок корью заболел, я сейчас не могу лечиться. И все? И все, я ее не видел. Муж разводится из-за этого, да? Да, ну вот человек, который вот не обременен как бы способностями, не знаю, базовыми знаниями, вот, хотя, ну, это несложно, вот послушать врача, я объяснил все и так далее. Интернет.
вот там где-то на форумах, это особая каста людей, Да-да. которая, Ты Хави пей. которые вот читают специальный форум, фитотерапия. Сейчас же в интернете на самом деле есть отдельное направление, там мракобесы, там рак лечат травами и так далее. Да. Поэтому врачам всем нужно заходить туда и рассказывать, как оно есть на самом деле. Вот это на самом деле грустная история. Да. Развод и так далее, и такие вещи. Ну, Слушай, ну, получается, это же отдельная сейчас история, связанная с тем, что к тебе приходит пациент, который уже начитался и который уже с тобой на равных разговаривает. ой, иногда это вообще битва. Ну вот я же говорю. Иногда это прям батл какой-то. С книжкой приходит по простатиту, ну, по аденоме. И с вот бумажной книжкой, да? Да, с бумажной книжкой, с газетами. И прям вот идет в мою сторону, в его сторону, и вот так передача меча происходит. Вот этот препарат я прочитал, я тот препарат прочитал. То есть, А ты можешь сказать, типа, вот я вот вам сейчас лечение назначаю, если не хотите, тогда идите к другому врачу. Ты можешь так ответить? ну, в зависимости от моего настроения. А, то есть вот так вот, Тут я просто в разные периоды разным моделям следовал. Я же все-таки еще молодой специалист, просто по опыту. Есть подходы там партнерские, Да. когда вы обсуждаете что-то Да. и вместе приходите к какому-то Да. итогу, хотя, ну, насколько это возможно вместе, в плане вариантов и обсуждения, потому что компетентен все равно ты, Ну, такой добрый полицейский, и, скажем так. да, и медициной ты занимаешься. Вот. Просто есть варианты, есть тонкости, есть какие-то вещи, где это уместно, можно обсудить и решить. А есть вариант патерналистский, когда ты сверху, ты просто вот говоришь, следуйте, и тогда у нас все получается. Да. Просто Ну, доминирующая да, без позиция. вопросов. И на самом деле уместен и тот подход, просто это от типа человека, с Психика которым зависит. взаимодействуешь. Вот. Иногда хочется просто говорить, вот делайте так и все. Но не все люди могут так работать. И иногда нужен особый подход, чтобы помочь человеку. Поэтому чаще всего надо подстраиваться и взаимодействовать с человеком. Если человек вообще не настроен, тогда да, ты говоришь, что вот, если вы не замотивированы, ну, мне будет трудно вам помочь, и ну, могу вам предложить другого врача, условно. Но чаще всего стараешься все равно поговорить, объяснить и так далее. А ты паришься из-за этого, что человек, допустим, ну, ты знаешь, что ты можешь ему помочь, а он из-за совокупности своих заблуждений, он как бы от этого отказывается? Честно? Да. Я так и когда начинал, я уговаривал там какой-то момент, ну, что нужно лечить, когда там сложная ситуация. Да, сложно. И я потом, некоторые люди, они приходят, первое действие делают, прийти, Да, да. а потом они не могут вообще. Ну да, настроить. стресс, это стресс. Неврастеники и так далее. То есть это они не готовы, или операция, патологическая боязнь операции и так далее. Вот. И вот с такими людьми вот это были такие случаи. И я переживал, я хотел объяснить и так далее. Там даже бывало, что звонил, там повторно сам, и Ну, спрашивал, типа как... уговаривал? Нет, как дела, спрашивал, как А. самочувствие, что вы решили насчет лечения, как актуализируете информацию. Вот. Со временем, конечно, чуть легче, но все равно хочется, чтобы всегда был результат. Мгм. Ну, поэтому мы в хирургии. Мгм. Вот. Всегда хочется результат. А вообще желающих много сейчас? Вот, ну, много больных людей вот приходит? Да. Но у тебя есть такое, что у тебя за дверью стоит 20 человек, и тебе просто некогда с этим нянчиться, сюсюкаться с этим человеком, уговаривать, вот, Ну, звонить? это обычно так в государственной поликлинике там какой-то происходит. У нас центр такой, мы как бы при университете, Мгм. вот, и прием, и в частном порядке приходят люди, которые просто по направлению, с территории тоже приезжают. Ну, не, мы так не разговариваем. За дверью очереди и так далее. Ну, у нас команда, главврач, там, заведующий, и вот у них, когда больные приходят, они распределяют просто, что если нет времени заниматься в операционной постоянно в операционной работа идет, и они распределяют по врачам, там, мне дают заняться, там, кому-то еще дают заняться, то есть именно поговорить, каждому уделить внимание, обследовать, подготовить и так далее. Мгм. То есть это все равно все корректируется. Ты знаешь, я как-то разговаривал с одним хирургом, он тоже занимался в такой свадебной индустрии, съемкой, фотосъемкой он занимался. Хирург? Да.
Да. Мгм. Ну, он такой довольно-таки известный человек, просто не хочу про него сейчас говорить. Но мы как-то с ним ехали в машине в частной беседе. Он сказал, что в больнице у хирургов, у таких бывалых хирургов по 2, по 3 уголовных дела открытых. Вот как вот с этой историей сейчас, это просто разговор был лет 10 назад, я не знаю, как сейчас эта история? Вообще у хирургов есть такая угроза или что там? Как сейчас? Это вообще ужасный вопрос. Ну, Вопрос хороший, просто страшно. да. Просто объясню, в чем суть, интерес этого вопроса. У нас в клинике такого нет, потому что у нас не больница экстренной помощи там, и так далее. У нас плановая больница, и люди все равно туда не с улицы приходят, так, я к вам ложусь на операцию, и все. У нас есть требования к госпитализации, у нас люди недообследованными не могут зайти на операцию. То есть снижается риск, да, вот этих вот ситуаций? Ну да, даже в отношении вот понимания, если у человека нет понимания, конечно, он там не прооперируется, потому что он просто не будет следовать рекомендациям и так далее, и послеоперационному течению. На операцию с минимальным риском заходит, потому что обследуется с ног до головы. То есть осмотр анестезиолога заранее, все рекомендации. ФГДС, колоноскопия, кишечник, то есть смотрят риски кровотечений из язвы, если у него были язвы и так далее. То есть с ног до головы вообще. В экстренных больницах человека с патологией могут сразу взять, потому что он по экстренным показаниям. Ну да, времени нету. По витальным, ему нужно жизнь спасать, а у него там могут быть куча там, тромбов в ногах условно, и потом улететь. Вот. У нас эти риски все, насколько это возможно, минимизируются. Вот. Поэтому человек, чтобы попасть на операцию, он проходит определенный путь. Там консультация, если это онкология, потом обследование и онкоконсилиум, решение потом на госпитализацию. И так по всем вопросам. Вот. А в таких больницах общего профиля это, конечно, проблема. Ну, есть такая проблема. У меня такого опыта, я даже вокруг себя этого не видел, потому что с пациентами общение происходит. Какие-то конфликтные ситуации, они решаются, обсуждаются. То есть если у кого-то возникнет недопонимание, а я иногда у всех там случается эмоционально и так далее. Работа такая. Я и сам человек вспыльчивый. Не знаю, по мне не скажешь сейчас, но я достаточно вспыльчивый человек. Вот. Если что, там заведующий может поговорить отдельно, объяснить ситуацию какую-то, или просто подойти со всех сторон человеку объяснят, или человек задаст вопросы. То есть человек не останется без ответа. Чаще всего, когда это случается, это когда человек не с кем человеку разговаривает просто. Вот. Посоветоваться. Но если какие-то форс-мажоры, есть особенный контингент людей. И как я эту ситуацию вообще видел, я слежу за вообще хирургическим сообществом в стране. То есть есть там клубы, где дискуссии постоянно происходят. И вот это одна из проблем, которая вообще сейчас в топе, в обсуждении среди хирургов. Криминализация медицинской хирургической деятельности. То есть сейчас давление идет на хирургов? Она не декриминализована, эта деятельность. То есть хирурги, эта специальность просто может впоследствии вымирать, потому что хирурги не берут на себя риски из-за этого. И некому будет людей лечить. Вот куча громких историй. Там, человек не соблюдал послеоперационные рекомендации, отказался от госпитализации по срочным показаниям, умер, а наказали там топового хирурга, который его прооперировал в больнице. Он уже выписался и отказался от экстренной госпитализации впоследствии. А ему дело, его имя там опорочили и так далее. И так очень много ситуаций. И нет никакой защиты, нет институций таких, чтобы прям... Есть какие-то общества, но юридически это никак не оформлено. С другой стороны, пьяные хирурги тоже же есть. Есть. Круговая порука тоже есть. Есть. Тут сдержки противовеса должны быть. Должно быть сильное сообщество, которое защищает врачей и риски минимизирует. То есть, с учетом того, что это все адекватно происходит. И такое же сообщество должно быть, институции такие у пациентов, которые защищают их интересы. То есть просто должны эти институты развиваться, а они не развиты. Хирург боится риски брать, поэтому пациенты ходят, реально им по несколько лет отказывают в лечении, или в целом вот они на улице с острой патологией. Потому что за них там не взялись, за них там не взялись. Вот. И такие люди приходят. Я тоже потому что сразу боятся. думал, конечно. То есть, с одной стороны, ты должен сделать операцию, с другой стороны, ты во всем виноват. То есть, как-то странная ситуация получается. И с учетом того, что чем это грозит, ходи, оборачивайся. Такая ситуация. Да.
Да. Ну, что хорошо, дискуссия на эту тему идет. Вот хотя бы Это хорошо. там, ну вот в чатах, допустим, вот где я смотрю, люди там обсуждают, какие варианты выхода из этой ситуации в плане создания сообщества, создания какого-то фонда защиты, какой-то юридической поддержки. Ну, как в западных странах с этим. У них отдельная статья расходов у врачей, это в год они там по много тысяч долларов платят на риски вот эти, на юридическую защиту. И чуть что они защищены, потому что они там 20 тысяч долларов в год отдают на это и так далее. Так с другой стороны, у пациентов такая же ситуация там есть. То есть это постоянно, какая-то все равно врач работает, если что-то, разбирательство происходит, и решается, обсуждается и выясняется нормально. Они закрывают его сразу, и потом уже решают, кто виноват, а кто прав. Ну, вообще, ты знаешь, вот говоря про какую-то вообще патологию в общем, да, в смысле, у нас очень развита домашняя медицина. То есть, типа, там дома что-то полечил, там подорожник приложил. Ну, потому что есть такой момент, что, ну, кому-то неудобно просто идти, кто-то боится патологически в больницу идти. А вот как ты относишься, ну, я понимаю, что как ты относишься, но все равно, возможно ли адекватное домашнее лечение, домашняя профилактика вот заболеваний? Ну, скажем так, камни в почках не будем брать, вот давай там простатит, вот это аденом, вот эта вся история. Потому что с возрастом риски повышаются, и мы с тобой просто начали говорить о том, что нужно, ну, как бы сидячий образ жизни, значит, нужно какую-то зарядку, какую-то физическую нагрузку делать, там пить воду больше, да, там половая жизнь, понятно. Что еще? Ну, вот это же просто рекомендации по образу жизни. Это же не домашняя медицина, не традиционная. Это пока не домашняя медицина, но когда возникают какие-то симптомы, человек сразу идет в интернет. То есть посмотреть, что же там такое может быть со мной быть. Посмотрев там, ну, вот подорожник заварите, там в лунную ночь выпейте, и вам будет легче. Ну, мы рекомендуем отвар ромашки. Отвар ромашки. Ну, правда, это у нас прям рекомендация. Ты серьезно прям работает? Не то, что работает, а дополнение. У кого-то, если не сильно там проявлены какие-то воспалительные заболевания мочевыделительного тракта, ну, прям минимальные. Там, конечно, это спорят эффективность, неэффективность, даже фитопрепаратов, которые в рекомендациях клинических указаны. Но назначают, кто-то говорит, что эффективно, кто-то пишет, что эффективно по науке. Антисептический эффект оказывает в мочевыделительном тракте. А как профилактику можно ее употреблять? Постоянно. Ну, да. Курсами назначают специальное питье, то есть там специальные сборы, там алтайский сбор, почечный сбор. Можно пить там по 2 недели как лечебную воду, не вместо общей воды, по 200 мл. Дополнительно. Ну, имеется в виду не заменять объем выпитой жидкости за сутки. То есть просто как стакан воды, а не вся вода за сутки. Вот. Ну, просто смотри, если ты говоришь о том, что есть с возрастом, по-любому возрастает риск вот всех вот этих историй, да, с простатой, с всеми делами, ну, логично было бы, как утреннюю зарядку, вводить какие-то ритуалы, которые помогли бы мужчине просто в жизни к тебе никогда не обратиться. Конечно, тебе невыгодно, но все равно. Другие патологии появятся, ничего страшного. Невроз, да? Да, нет, ну, образ жизни все равно и современный ведет к другим. Я вот смотрю, допустим, по твоим социальным сетям, ты там ночью качаешься, там, вечером. Это что за этот? Ну, а когда освободился? Ну, только же нельзя же ночью. Там, когда? У тебя меланин начинает вырабатываться, а ты начинаешь там к железке. Не, ну, я все равно, в 11. Я просто молодой, да, мне пофигу. Я в 11-12 ложусь, но я не прям ночью занимаюсь. Ну, вечером. Вечером, да. Ну, а что делать? В 6, 7, 8, иногда в 9 вечера. У меня других вариантов нет. Не, я понял. Но это лучше, чем вообще не сделать. Это лучше, чем вообще не делать, да. У меня просто прям до смешного режим. Я просто еду. Да. Вот бывает, что я еду, понимаю, что вот на каждом этапе, что не могу уже просто. Бывало такое, что я беру сумку и обратно ее кладу и уезжаю, хотя я уже приехал. Но я приеду. Да. То есть я в итоге хожу 3-4 раза в неделю, получается ходить. А по этим рекомендациям, ну вот даже просто посмотреть на людей, которые приходят, и редко, когда ты говоришь, вы, кажется, здоровы в целом. Но это люди вот такого, с отсутствием избыточной массы тела. То есть это
все риски повышает. Там, Подожди. Отсутствие, то есть масса повышает риски. я имею в виду от обратного пойти. Какие Да. люди вот, в пожилом возрасте Да. не болеют этим? Меньше Вот. всего. Меньше всего Да. просто вот по есть- текущей ситуации, которые придут, и я их вижу, что у них не увеличена сильно простата, вот Да. для их возраста допустимо, что у них все нормально, у них жалоб нету и так далее. Это люди, которые спортом занимаются, Так. которые нормально питаются, там закаляются действительно. Нормально питаются, это ты имеешь в виду что? Ну, режим питания нормальный. Ну, не фастфуд, не все эти вещи. да? Завтрак, обед, ужин. Регулярно Нормальный, питание. да, регулярно. Питьевой режим нормальный. Да. Ну, то есть мясо, овощи там, и так далее. Базово просто. Да. Фастфуд понятно, что нет. Спортом занимаются, половой жизнью живут. Вот реально Ну, наши зрители уже поняли. да, это я акцентирую внимание. И отсутствуют другие просто общие факторы риска по всем заболеваниям. Это избыточная масса тела, Да. это сахарный диабет, это сосудистые заболевания, то есть гипертоническая болезнь и так далее. Все это в сумме это здоровый человек, условно. Ну, отсюда уже и рекомендации, что следить за сахаром в крови, следить за индексом массы тела. Если и появилась избыточная масса, решать этот вопрос, потому что в целом по сосудистым рискам понятно, любая избыточная масса, это вот главный эндокринолог страны, это просто уже выдал, это как мантру можно повторять, не будет нормальный тестостерон. Вот это уже нарушены 100%. Да. То есть для человека. Есть, может, лабораторная норма будет, Я но понял. есть еще такой, Индивидуальная скажем, норма. прикол, потому что по-другому это не назвать. Его искусственно снижают. Просто есть же норма, а Да. норма это то, что среднее значение в популяции сейчас текущей. То, что было 100 лет назад, это не то, что сейчас. Да. Снижают норму, потому что снижается она в популяции. В общем снижается. Да, вот. И избыточная масса тела, это, во-первых, подкожно-жировая клетчатка и вообще и висцеральный жир, это гормон участвует в гормональной системе, там эстрогены и так далее, лептин, ну, много. Кортизол повышается. Да, ну, в сумме все. И снижен будет и тестостерон, и будет повышен белок, который его блокирует, который его транспортирует и не делает его активным. То есть отдельный показатель. Тестостерон может быть высоким, а белок, который его Да, транспортирует, связал его, он не заходит в ткани. Да. Вот, поэтому вот эти все факторы, просто вот следовать им. Мгм. Питание, активность в целом, подкожный, ну вот индекс массы тела и все, сахар. А вот буквально двумя словами скажи, вот тестостерон, он на что влияет? Вот Двумя словами. Вот, вот как На вот все, это метаболизм ткани. ты можешь посмотреть на человека и сказать, у тебя там низкий тестостерон или высокий тестостерон, или нормальный тестостерон? Ну, визуально предположить косвенно, да. Ну, а на что это влияет? Вот на какие жизненные процессы это влияет? Это на энергию влияет, это на кожу, на здоровье органов, тканей влияет, то есть просто потливость, И тревожность. тестостерон тоже на это влияет, да, все? Ну, тестостерон это главный мужской гормон, он и у женщин есть тоже. То есть это и он участвует в метаболизме организма в целом, просто по-разному у нас представлен. Он участвует в обмене, в клеточных всех процессах всех органов. Вот. А у мужчин он действует на либидо, на физическую активность, на энергию, на мотивированность, то есть на сон, как человек встает по утрам, это на все влияет. На возбудимость, на тревожность. На сон, что имеется в виду? Хороший сон становится или... Хорошее пробуждение, непрерывистый сон, не прерывается он. Вот, высыпается человек. Вот. Но это надо понимать, что это не отдельный тестостерон. Да. Есть да. еще факторы. У Всё кого-то с вместе заболеванием головного мозга или психиатрическими диагнозами какими-то будут какие-то патологии, и это может быть вообще не связано быть с тестостероном. Про здоровых людей говорим в целом. В общем, опять же, получается, нет такой строгой индивидуальной рекомендации, все в общем, да, работает. То есть, Конечно. условно говоря, кушаешь вовремя нормально, пьешь вовремя нормально, какая-то физическая активность, и ты снижаешь риски все вот этой вот истории, про которую ты говоришь. Следишь за индексом массы тела, Да. следишь за своими показателями крови, все равно. Ну, сахар следишь, чтобы не было риска по вот этим заболеваниям. Занимаешься физической активностью, вот, режим циркадные ритмы. То есть База. спать На ложиться. самом деле, секретов, вообще нет. Ну, это же все известно. Я сам понимаю, что я вот какие-то вещи осознаю, я просто им не следую. Ну, понятно. Я вот Ты же молодой еще. я понимаю, что пить надо, и говорю об этом. Я Воду, да, ты имеешь в не виду? выпью,
Тогда как? И не пью. Ставлю бутылку и не пью в течение дня. Вот. И все мы это понимаем. Мы ищем какие-то тонкости. Мы ищем там в Инстаграме, чтобы нам про воздержание сказали, и какой-то секрет открыли. И мы там что-то узнали, и все проблемы решили. На самом деле реально база. Просто вот базовые вещи. Да, понятно. Так, ну смотри, тут еще у меня одна тема есть. Говорят, что производная проблемы мочеполовой системы – это утрача эректильной функции. Я правильно сейчас сказал? Снижение ее? Ну, снижение или полная ее утрата. Вот смотри, вот эта история, она молодеет? Эректильная функция именно. Ну, типа, вот приходит человек, говорит, ну все, я приехал. Ну, так резко нет, снижение ее может быть. То есть Качество, она резко не происходит? ну, прям, что все. Я не знаю. Нет, так резко нет, но если не какая-то острая ситуация, так это не распространено. Это возрастные вещи, чаще всего с сопутствующими всеми заболеваниями связаны, либо после операций. Вот. А у молодых людей это будет либо психические вещи, либо психологическая сексология, либо гормональная. Вот, снижение там, но это есть просто прям заболевание. Когда в молодом возрасте низкий тестостерон именно связанный с тем, что у него заболевание, гипогонадизм. Просто там нарушение его синтеза или нарушение в яичках. То есть именно эта болезнь, у него нарушена там структура, физиология, и у него его нет, он снижен, и нет эрекции нормальной и так далее. Вот. Но это не будет такой распространенной проблемой. Вот. Чаще всего это возрастные вещи и очень ассоциированы с сопутствующими всеми вещами. Кардиологические заболевания, сосудистые, эндокринологический диабет, после операций вещи, то есть когда на простате операции, нервы, сосуды, повреждения, вот эти вещи. Ну и психология, психиатрия. Но если касаться психиатрии и, в общем, там, знаешь, глобально брать, вот сейчас есть такое распространенное такое мнение, что вот стресс виной всему. Вот есть такой условный какой-то непонятный стресс, который вызывает все, и онкологию вызывает, и падение этого дофамина, я не знаю, вот все, вот просто. Я думал об этом. Да, вот что такое? Что такое стресс? Ну да, то есть есть какая-то научная база по стрессу? Я прям об этом рассуждал, вот исходя из тех знаний, которые я вообще приобрел в медицине, мне тоже вот так у меня в голове не укладывалось слово стресс, да, и все, вот это как, а что. Ну, намотали все на стресс. А почему, как происходит. И я прям пытался разогнать у себя в голове, и я себе даже какие-то объяснения нашел. Но это, я думаю, где-то это может уже написано, это база просто, которая сложилась. Стресс, ну, что происходит? Это может быть вещь первичная из головы, то есть отношение к каким-то вопросам или реальной жизненной ситуации, и ты стрессуешь, потому что напрягаешь свой голос, свой мозг, свои мысли, стимулируешь гормоны стресса, сосудистые реакции происходят, там, спазмы мышц, спазмы сосудов и так далее. Вызывается выработка вот того самого кортизола, гормонов стресса. Это я сейчас просто попытаюсь объяснить, как это может на что-то влиять. Да. Выделился вот стресс, фактор, мозг напрягся, дал организму сигнал, что у нас стресс, мы вообще переживаем, все тревожно, простимулировал надпочечники, выработался гормон стресса. Он там много эффектов имеет и на сосуды, и на метаболизм, и на сахар и так далее. Кроме этого, он подавляет воспаление. Его там используют, вот, дексаметазон и так далее, как противовоспалительные препараты там, при воспалениях и пневмонии. А когда подавляешь воспаление, воспаление же это же реакция тоже на болезнь, и она защитная. Она защитная, она приводит к органам и тканям кровяные элементы и иммунные факторы, которые участвуют в элиминации, в подавлении этого всего. И вот я пытался понять в своей голове, как онкология с этим может быть связана. И вот подавленный иммунитет, допустим, от стресса. А у кого-то бывает такой стресс, что это просто пациент больницы психиатрической. Подавленный иммунитет за счет того, что кортизол там выбрался, и просто еще реакция на стресс нервная. Регионально, вот как онкология возникает? Это нарушение деления клеток, это мутировавшие клетки.
Да. они начинают размножаться, Да. и опухоль уже все, она большая, допустим. Но у нас постоянно делятся клетки, Да. и постоянно появляются мутации при каждом делении. Но слишком отбившиеся от генетического стандарта клетки, они уничтожаются местным иммунитетом, к другими клетками, которые его сжирают, или факторами, которые ведут к распаду, или самой клеткой, которая вызвала свою же гибель. То есть есть регуляция и механизмы, которые на это влияют. А стресс подавляет иммунитет. Ну, если так взять. Сильный стресс его сильно подавляет. Подавился иммунитет, подавилась реакция, какой-то еще фактор включился. И таким образом можно связать, что на онкологию это влияет. Но это не правило, за это не надо браться, цепляться. Просто вот как я косвенно объясняю, как примета, это, да, да, получается? как пример просто объясняю, как это может быть вообще связано. Или сильный стресс, кортизол выбросился в кровь, он влияет тоже на обмен сахара в крови, на гормоны, которые регулируют его инсулин и так далее. Тоже сильный стресс вызвал нарушение обмена сахара, и сахарный диабет, дебют случился, хотя у человека там предрасположенность была. Кожные заболевания, аутоиммунные заболевания, тоже на это. Вот так стресс может на это влиять. Мы мозг недооценим в этом плане. Это же тоже часть наша. Мы то, что думаем, то условно. То Визуализируем, он же все представляет. Да, то и происходит. Ты нервничаешь, ты захотел рукой подвигать, ты двигаешь. Ты думаешь о чем-то, ты как-то на что-то реагируешь, это сигнал к внутренним органам, к железам, внутренней секреции, которые гормоны вырабатывают и адаптируются к твоей реакции, к миру. Вот если ты испугался, то ты испугался, мозг испугался, то он дал сигнал надпочечникам, что скоро бежать будем. Надо сократить там расходы на внутренние органы и переместить всю кровь в мышцы. В экстренный режим. Да, и вырабатывать соответственные гормоны. То есть то, что мы думаем, это действительно влияет на все, что в нашем теле происходит. Но вот стресс, просто понимаешь, у всех же разное В том числе понимание. на эректильную функцию. У всех же разное понимание вот стресса, да. Вот, допустим, там занял много денег, да, и год не можешь отдать. Вот год тебя там, вот сейчас ты в стрессе находишься. Да, это же тоже стресс. Это хронический стресс, да. Да, Он тоже разваливает, конечно, да, организм? причем резкий стресс там какой-то сильный, он в моменте вот выработался. Он помогает, да, резкий стресс? Ну, это хороший фактор в плане закалки. Суть в чем? Он простимулировал тебя, нервная система отреагировала, гормональная система отреагировала, и в откат там пошел, восстановился, там все нормально. А хронически-то это постоянно, а ресурс не восстанавливается. Хронический стресс еще страшнее, чем острый какой-то и сильный стресс. Это истощение ресурсов и компенсаторных Планомерное, да, постепенное истощение. Постоянно, если нет передышки, орган не, ну, если не спать. Если не спать, вот мозг не восстанавливается. Мы в течение дня работаем, вот такая же передышка есть у мозга. Он там спит, он все обрабатывает, переключает свои процессы, и органы и ткани восстанавливаются. Вот. И также вся нервная система, она постоянно в стрессе не должна быть. А как туда, вот, как снять стресс, если ты не пьешь, допустим? Хороший вопрос к молодому человеку. Ну, досуг. У каждого какой-то свой досуг. То есть переключение внимания, да? Нет, 100%. Какой-то свой досуг. Кто-то там любит в тир пойти пострелять, кто-то на природу съездит, кто-то кофе с друзьями попить. Ну, переключаться 100%. То есть общаться с людьми, социализация. И вот всегда, ну, надо не уходить от общества, а вот заходить, общаться, сравнивать, потому что когда люди зацикливаются, они забывают, что вообще есть разновидность, у людей там разные проблемы есть. То есть в какой-то степени одиночество тоже на стресс работает, да? Да, очень сильно. То есть нужно Ты общаться. зацикливаешься и думаешь, что вообще твоя проблема самая главная в мире. С соседом поговорил, оказывается, нормально себе. Классика. Вообще, все хорошо сразу стало. Не, ну посмотрел там, условно, у меня... Вот, вспоминать... В больничку сходил, на людей посмотрел, все нормально. Да, ну вспоминать, что у тебя вообще есть. Это хороший факт. Это там такой, у меня того нету, а подумать, что вот это хорошо, это хорошо, это хорошо. Иногда просто так себе давать чекпоинт, вот это у меня нормально. Все, уже живем неплохо. Подумать. Я вот эти рекомендации даю, я сам как бы подвержен таким же вещам, как... Понял, ты же я человек. вот на этом же просто по опыту говорю, что вот как так можно к этим вещам относиться и вот переключаться.
и справляться с стрессом. Спорт. Вот тоже такой момент. Мы же, у нас раньше много этого было, там охота и так далее. Да. Сейчас нам негде сублимировать эту энергию. У нас такая работа и реакция на какие-то вещи, она подавленная. Там, ты не можешь отреагировать на какие-то вещи, как ты хочешь раньше, да. отреагировать или как надо отреагировать, когда там на стресс нужно что-то предпринять. Либо убежать, либо ударить. Вот. И ты должен все равно, у тебя энергия выделяется, у тебя выделяются гормоны, а они не выходят, Да, они да. остаются. Вот пойти на спорт, что-то физическое действие, что-то перейти, очень сильно помогает. Дрова колоть надо, да, как Адриано Челентано. Да, хороший. Ты знаешь такого, да? Адриан Челентано, да, Всё, смотрел. хорошо. И дрова колол. Все детство. Все, ну Саул тогда. В общем, Сади я думаю, Саул. что чуть разобрались в этой теме. В общем, Надеюсь, было полезно. да, я думаю, что что-то какие-то понимания ну, по крайней мере, у меня, я не знаю, там у всех же разные уровни. Все, надо с весом бороться. Ну, на консультации можно поподробнее, да. А, кстати, насчет консультации, тебе фотографии в Инстаграм не скидывают? Типа, доктор, посмотрите, у меня все нормально. Друзья только. Ну так, по приколу. Самодиагностика. Не, правда, скидывают, конечно. Ну что, ну нормально бывает. Нормально. Не, это уже, кстати, вообще не воспринимается как что-то нечто А ты еще экстравагантное. молодой. Представляешь, что ты, когда тебе лет 50 будет, ты вообще уже... А у меня же не только на этом работа завязана. У меня вот, там 3D-модели, почки, то все. То есть это не единственная часть. Ты не поэтому фокусируешься, да, на Не, этом? не фокусируюсь вообще. Стараюсь раз фокусировать. Сау. Среди саунс. Ох. Лейла, давай фотку сделаем. Это такая тишина сразу, да? Мы просто про женщин мало поговорили. Все-таки не закончил мысль о теплых сидениях. Почему не закончил? Мы все проговорили. Нет, а женщинам можно? Тоже нельзя. Нет, то же самое. Вообще, Да, конечно то же же, он самое. сказал. Вот поэтому я все время выключаю твои сиденья. Я ей по приколу летом включаю. Это забавно.